Друзья, добрый день, Дади Хелчен. Я решила сделать нам на обед быстренько салатик, если честно, хоть у меня и много дел, но и я вам говорила, что буду делать салат из брокколи, покажу. Как раз у меня все ингредиенты набрались. Я сейчас вам покажу салат из брокколи, как я его делаю. Так, для этого нужно брокколи, болгарский перец, помидорчик, лук, ну не обязательно красный, он у меня красный, огурчики, чесночок, зеленый лук, острый перец, значит черный перец, сахар, но вместо сахара можно мед, просто у меня меда нет, друзья. Значит, соль, у меня адыгейская соль, кунжутные семена для подсыпки, лимонный сок. Ну, свежего лимона желательно у меня нет, так что у меня есть такой лимонный сок, я его добавлю. Соевый соус и горчица в зернах. Так, друзья, я сейчас буду нарезать и покажу. А количество, сколько на сколько, я напишу в ссылке вам. Сейчас не буду говорить, потому что у меня сейчас они не взвешены, а для вас я напишу рецепт. Друзья, и нарезаем брокколи наши вот так вот на маленькие соцветия. Так, если вы любите, можно оставить крупными, но я сделаю помельче, потому что у меня мама не сможет съесть, если будут крупные. Так, друзья, мне еще надо солить огурцы, а я все-таки затеяла сделать салатик. Салатик и для вас, и для себя. И на обед еще пожарю печень куриную. Сейчас поставила ее размораживаться. Почти разморозилась. Поставила варить картошку для пюре. Так что будем вкусненько обедать, друзья. Так. Ну все. Брокколи порезали. Так, теперь нарезаем огурчик кубиками. Друзья, я хотела с вами поговорить. Я уже привыкла, что что-то делаю, с вами разговариваю. Ну, насчет комментария. Не знаю, надоело я вам или нет насчет комментария, но дело в том, что, меня не очень-то это задело, в принципе, но тем не менее. Написала мне сегодня одна подписчица, что на дворе 21 век, какие вы носите хиджабы и для чего. Ну, я не знаю, наверное, если она не сказала, то мы не знали, что на дворе 21 век и что нам делать. И почему всегда что-то вот в таком. Я принимаю любой совет, любое пожелание. Если, конечно, оно не противоречит моему, как сказать, моему сознанию, не знаю. Кому какое дело, что я ношу. Дело в том, что если не нравится, то не смотрите в действительности. Но осуждать меня за хиджаб и говорить, что почему я ношу хиджаб, по-моему, никто не имеет права. Я не знаю, почему это так. Но, во-первых, я не маленький ребенок, чтобы мне говорить, что хиджаб не нужно носить. Я немножко расскажу об этом хиджабе, если честно. Я не носила хиджаб. Но я никогда не была без косынки. Никогда. Я даже дома никогда не могу ходить без косынки. Вот я имею право, я могу ходить без косынки. И я, любая женщина, если никто не видит посторонний, что ты без головного убора. Я могу ходить и с коротким рукавом, и в коротком платье. Я имею в виду я, потому что, и любая женщина, мусульманка, имеет на это право, если не видит это чужой мужчина. И мне кажется, от того, что мы одели там косынки, одели длинные платья, это наше дело. По-любому, это дело каждого человека. И не надо об этом,
так писать. Ну зачем так писать? От того, что она мне это написала, я же не сниму его сегодня. Я его одела добровольно. Мне никто не сказал его одевать. И никто не говорит его одевать никому у нас. Это личное дело каждого. К этому приходишь ты сам. Еще года нет, как я одела хиджаб, если честно, друзья. Но так я носила всегда полную косынку. Никогда не было видно моих волос. Никогда. За 33 года, которые я замужем. Я ни разу не одела полоску. Ни разу не была без головного убора. Так, дальше нарезаем зеленый лучок. Так, ну этот я не буду добавлять. И просто мне в последнее время очень хотелось, но я боялась. Не то, что боялась, как вам сказать, боялась. Мне казалось, что мне не будет идти. Вот чисто откровенно вам скажу. И сказав это дома своему сыну, ну, дома мальчикам, сын мой мне сказал: мама, а ты что, хочешь одеть хиджаб для красоты, что ли? Почему ты думаешь, если он тебе не идет, то его не надо одевать? Но все равно как-то, я не знаю, я не долго шла к этому, не принимала хиджаб. Ну, как-то, пойдя на работу, я была на работе, мы что-то разговаривали с девочками на работе в кафе, когда я работала поваром. И мы что-то разговорились насчет конца света, насчет того, насчет всего. И как-то, вы знаете, я сказала, в действительности уже время идет к тому, что не то, что даже если не конец света, то уже мне сколько, уже 53 года, я взрослый человек. И уже раньше как-то ты не думаешь, когда ты молодой, о смерти, а сейчас нужно думать и о смерти. И мы как-то вот на эту тему говорили, и дошли до этого хиджаба. Я говорю, я опять-таки точно так же сказала. Я бы одела хиджаб, но я боюсь, что он мне не пойдет. Обычно, вот, когда я просто одевала косынку, вот как сейчас я ношу, мне казалось, что она мне не идет, и мне как-то вот, ну, некомфортно было, не хотелось ее одевать, если честно. Ну, тоже, и на работе мои девочки тоже мне сказали, ну, хиджаб же одевается не для того, чтобы кому-то нравится или не нравится. Хиджаб должен одеваться, потому что он должен одеваться. Ну, вот так вот за этими разными разговорами, это был, ну, где-то в обед, а потом вечером все-таки, собираясь домой, я сказала, а я бы одела действительно, ну, как-то вот уже собиралась, я сказала, я бы одела хиджаб. А мне девочки говорят, ну, одевай, если ты вот уже считаешь нужным, что ты хочешь его одеть. Одевай. Я говорю, ну, у меня шапочки нету, вот как косынку одеть, заколочек этих нету. И моя, ну, женщина, которая со мной работала, Мадиночка, сказала, что а я схожу и куплю тебе. У нас рядом недалеко был мусульманский магазин. Она быстро сходила, купила мне эту шапочку, купила эти заколочки, одела мне первый раз, потому что я не умела его нормально одевать. Одела мне этот хиджаб, ну, косынку это одела, не хиджаб. А платья-то у меня и так, в принципе, не приталенные, не короткие, всегда длинные. Особенно после смерти мужа я вообще все время ходила в длинном, не носила, ну, короткое я вообще не носила, но даже французской длины не носила после смерти мужа, только длинная. Так что для меня не было никакой такой специального чего-то, чтобы не одевать его. Просто я в один момент решила, что это мне нужно. И одела его. Девочки, я не знаю, правда, как я вам рассказываю, поняли ли вы меня, мою мысль. Ну вот так. Так, я одела хиджаб и пришла домой. Все. И моя племянница, брата моего дочка, она тоже давно в хиджабе, она настолько обрадовалась, когда я увидела, что я так оделась, вся покрылась. И она мне сказала, Дяти, ну, у нас тетя зовут Дяти. Дядя, у тебя открылось сердце для Аллаха. Тебе Аллах открыл сердце для того, чтобы ты одела этот хиджаб. Вот, я не знаю, как-то на русском, не знаю, как я правильно перевяжу или нет. И вот так вот, друзья, я с тех пор в хиджабе. И вы знаете, друзья, ну извините, раз я затянула эту тему, конечно. Просто я не знаю.
все, что делается, одеваешься ты, кому ты молишься, что ты делаешь, мне кажется, это каждого, личное дело каждого. И отвечать перед Богом, перед Аллахом, перед Всевышним, каждому надо самому. И каждый решает, что ему делать и когда это делать. Я это решила вот тогда-то. Это для меня пришло. Да, у меня открылось на тот момент сердце. Я захотела это сделать, и я это сделала. И ни на одну минуту об этом не жалею. Но винить меня, мне кажется, тоже в этом нельзя. Ну вот как-то так, друзья, извините. Теперь буду готовить. Так, значит, дальше что нам нужно? Нам нужно подготовить заправку для этого соуса. Ой, для этого салата, я уже запуталась. Так, значит, соевый соус, 1 десертная ложка. Ну, вот такая вот ложка. Я надеюсь, я никого не обидела, я не хочу никого обижать, конечно. Так, дальше. Пол чайной ложки соли. Вот у меня адыгейская соль. Пол чайной ложки. Пол чайной ложки сахара. Ну, вообще-то по рецепту стоит мед. Но у меня его сейчас просто нет, и я добавляю сахар. Ну, это, в принципе, без разницы. Если честно, мне даже больше нравится с сахаром. Так, значит, дальше. Горчица в зернах, 1 чайная ложка. Так, ну, черный перец, кто как хочет, по вкусу. Так, сок лимона. Ну, я вам сказала, что у меня лимонный сок готовый, магазинный. А так, конечно, лучше отжать лимонный сок. 2 десертные ложки лимонного сока. У меня просто нет лимона. И я не стала посылать мальчика туда. Потому что мне надо быстро на скорую руку приготовить обед, поесть и заняться огурцами. Так, и 3 ложки растительного масла. Ну, тоже вот такой вот десертной ложки. Так, и теперь все это тщательно перемешаем. И заправим наш салат. И тщательно перемешаем. Вот мы тщательно перемешали. Салат, друзья, запах тоже от чеснока, приятный такой. Это очень освежающий салат. Я его попробовала только что на вкус. Ну, конечно, ему немножечко надо настояться, на 10-15, но он и так очень вкусный. Хрустящие брокколи, свежий огурец, помидор. Все так очень хорошо сочетается, друзья, очень вкусно и очень-очень полезно. Брокколи особенно очень полезно. Тут много витаминов и микроэлементов, так что ешьте, пока еще все у нас есть, все свежее. Сегодня на рынке 100 рублей стоило брокколи килограмм. Но у меня еще своя. Последние были маленькие, которые я сорвала, лежал в холодильник. Я его не отваривала, в морозилку не ложила. А так у меня в морозилке полно брокколи и цветной капусты. Мы ее едим. Так, а теперь салатик постоит немножко, а я буду жарить печень куриную, друзья. И тоже, наверное, вам сниму. Вот, друзья, я решила на обед пожарить печень. Так, ну для этого нам нужна печень куриная. Вот она. Болгарский перец. Я вот порезала по половинке болгарского перца, зеленого и красного. Ну, просто так, для сочетания цвета. 1 луковица такая средняя и растительное масло. Сейчас обжарим это дело. Сделаем быстренький обед. Пока у меня еще салатик стоит, маринуется, пюре варится, картошка, вернее, варится. Теперь будем жарить лук, обжаривать лук.
Вообще-то я люблю очень печень, просто так пропеченную на сухой сковороде. Но сегодня я решила ее все-таки пожарить. Вот лук обжарился немножко. Теперь жарим болгарский перец. Добавляем и жарим болгарский перец. Жарим, ну, чуть-чуть до полной готовности. Так, перец и лук у нас обжарился почти. Теперь будем добавлять сюда печень. Так. Я ее не стала нарезать мелко, она мне нравится вот так вот, чтобы была целая. Ну, естественно, печень я помыла, прочистила от всяких там жилок. Много будет крови, но я его, правда, в высоте немножко поставила, немножко стекла водяничная кровь, чуть-чуть это осталось. Так, и теперь убавим газ немножечко, перемешаем. Крышкой и немного потомим. Пока не будем добавлять никаких специй, ничего. Так, друзья, посмотрим, что тут наша печень делаем. Уже почти готова. Теперь мы ее посолим. У меня только здесь от этого поняла. Поперчим. И немножечко хмель сунели. Друзья, ну кто не любит, не добавляйте. Я так чуть-чуть для пикантности добавлю. Но снова повторюсь, кому не нравится, не добавляйте. Ну, вот и печень почти готова, сейчас еще минут 5 постоит. Но я вам не могу сказать, сколько по времени нужно жарить печень. Это уже по вашему усмотрению. Вы сами будете знать, когда печень готова. Я немножечко убавлю огонь и доведу до готовности. Ну вот, друзья, как-то так. Сейчас будем обедать, но снимать я не буду, как мы обедаем. Быстро-быстро пообедаем, и я продолжу свою засолку огурцов, наверное, уже огурцы я замочила. Сейчас буду их мыть, банки, огурцы, и все вместе. Так, Ибрашки уже не имется, он хочет кушать. Ну вот, друзья, как-то так. Так, ну вот, друзья, видите, огурцы я уже положила в банки, все подготовила. Теперь только нужно заливать кипятком и стерилизовать. Банки я стерилизую. Как солю я огурцы, вы знаете, что у меня, ну, кто у меня давно, а кто новенький, если вдруг вам нужно, друзья, у меня очень много новеньких. У меня есть рецепт на канале, как я солю огурцы. Видите, я еще ничего с этими пакетами не делала, я просто не успела. Я решила сначала убрать огурцы, друзья. Распогодилось так, видите, как у нас солнечно, утром было прохладненько, так, а сейчас хорошо, так, солнышко
Водичка у меня уже кипит. Сейчас я покажу вам. Видите, вода кипит. В этой кастрюле, правда, еще нет. Но вот это закипело. И сейчас я оттуда буду солью. Как раз 5 банок налью. 6 даже сюда помещается. Но спокойно 5 помещается. 5 банок налью туда. И уже как раз можно будет там стерилизовать. Я стерилизую вот этой большой кастрюле. Вот так вот, друзья. Закатаю и покажу вам мой сегодняшний день. И вот видите, друзья, вот 6 баночек у меня помещается в кастрюле. И теперь 5 минут каждый рис буду так вот стерилизовать. У меня получается еще на 2 раза, короче, друзья. Накрою крышкой, быстрее закипела, и постерилизую. И вот, друзья, я закончила солить огурцы. Видите, закатала, перевернула. Сейчас заверну в это одеяло. И все. И теперь буду заниматься помидорами. Ну вот как-то так, друзья. Если что, я прошу вас меня извинить, конечно.